Вот, значит, мы находимся по адресу Билибина, 19. Здесь у нас проблема. Где-то на участке Якутскэнерго отключилось электричество. Вернее, произошла авария. И вроде бы проблема, вот 14-этажный дом. Вроде бы проблема не такая уж и большая, но в этом доме система такая, что на электричестве работает насосная станция, которая обеспечивает поставку тепла как на верхние этажи. Я так понимаю, даже и на нижние. Насадник имеешь? Насадник нет. Не, насадник-то есть, вот генератор есть. Я и говорю, стационарный. Слушай, а из-за чего он сгорел? Перекос масла есть. Представляешь себе, 100 киловаттная деска. Какая там нагрузка, елки-палки. На какой-то маленький движок, который носит 0,75. Дай фонарик, пожалуйста, я тут инструкцию проведу. Жизненного дома. Так, вот, значит, у нас света нет. И это, казалось бы, не такая большая беда, но у нас из-за того, что света нет, нет еще и тепла. Пойдемте отсюда. Угу. Типа технические моменты. Вот смотрите, да, двухконтурная система, что она из себя представляет? Есть подача теплоносителя, нагретого, в данный момент у нас теплоноситель выступает вода циркуляционная, а она приходит сюда, приходит на эти теплообменники. Через теплообменники идет обмен тепла теплоносителю, который циркулирует исключительно внутри дома. Она никуда не уходит, только чисто включитель. Соответственно, для того, чтобы циркуляция шла, для этого предусмотрены вот такие насосы. Один насос резервный, другой это основной рабочий. Все, ничего сложного, ничего трудного. Абсолютно. Самое главное это электроэнергия для того, чтобы насосы могли работать и, соответственно, могла быть внутри дома циркуляция. То есть, смотрите, если нет электричества... Если нет электричества, нет циркуляции. Даже независимо от этажа. Ну, конечно. Ну, как может быть циркуляция, если своего давления нет, тут только принудительная циркуляция. Такая система. Что касается непосредственно наружных тепловых сетей, через теплообменники циркуляция циркулирует. Это наружные тепловые сети, угрозы разморозки наружных тепловых сетей здесь ни в коем случае нету. Горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение здесь, да, тоже приготавливается. Мужики, горячее водоснабжение тоже здесь приготавливается, да, я смотрю? Через эти теплообменники. Горячее водоснабжение тоже приготавливается. Ну и то же самое, вот смотрите, насосы. Так, это горячая, да, вода? Или холодная? Да, горячая. Ну, вот то же самое принцип приготовления горячей воды. Приходит нагретый теплоноситель от источников тепла непосредственно. Здесь идет нагрев холодной воды, питьевой, до температуры соответствующей горячей воды. Дальше то же самое насосами подается непосредственно в квартиры, в дома. Ну, то есть снаружи, то есть разморозки, угрозы разморозки наружных тепловых сетей нету. Так, холодное водоснабжение, ну, чисто то же самое, принцип тот же самый. Приходит вот сюда холодная вода, непосредственно, да, и вот насос, который повышает давление, ну и, соответственно, да, позволяющий поднять воду до 14 этажа. Вот, то есть это нам дает тепло? Нет, это холодная вода. То есть имеется в виду система, электричество дает нам тепло и воду. Если нет электричества... Электричество дает, скажем так, возможность работать насосом для того, чтобы могли подавать. В общем, управляющая считает, что... Ну, вы считаете, что у вас все нормально, да? Косяк Якутскэнерго. Я в Якутскэнерго звонил, они говорят, у них резерв, вы говорите, у вас резерв есть, но он просто не выдержал. С момента аварии прошло у нас уже, так, авария произошла у нас часам к 8. И они до сих пор в течение 5 часов не могут устранить, получается, да, найти эту. Ситуации, которые мы сейчас наблюдаем, быть готовым к таким отключениям, иметь необходимое оборудование, квалифицированный персонал, ну и не допускать таких
разрывов, скажем так, по устранению таких нештатных ситуаций. По оборудованию мы в первую очередь говорим о системе питания, да, как называется она, резервный Резервный источник питания, совершенно верно. который бы Который бы обеспечивал мгм. электропитанием насосную группу на момент отсутствия напряжения в основной сети. А как жители сами могут это проконтролировать? Только опытным путем получается, да? Ну, в любом случае, вы, как заказчики услуг, в том числе жилищных, в том числе и коммунальных, вправе обратиться в управляющую компанию с подобным заявлением для того, чтобы убедиться, что в данном доме, в данной управляющей конкретной компании имеется резервный источник питания. То есть, зная особенность конкретного дома, да? Конечно. Вот ладно, если, допустим, это обычный дом, а тут все-таки дом, специфика дома какая? Дом высотный, да? Ну, 14 этажей. И при такой системе необходимо, вот, как бы скажем так, резервный источник питания, он просто обязательно Необходим, конечно. необходим. Да, если, допустим, это был бы обычный там КПЗшка, здесь как-то еще просто свет уйдет и все. Ну, люди посидят без света, да? А вот в этой такой многоэтажке без резервного источника. Я вам до этого говорил, и Роман Сергеевич вам говорил, что теплоснабжение данного дома представляет собой закрытую систему теплоснабжения, то есть двухконтурная система теплоснабжения. Ага. Вот. Соответственно, здесь имеется насосная группа, имеются потребители электроэнергии. То есть для того, чтобы шла циркуляция по стоякам данного многоквартирного дома, нужна циркуляция. Так? Ну, чтобы отопление шло. Вот. И циркуляцию обеспечивает насос. Естественно, насос работает по... И тепло, и вода там, да, на нем. Ну, насос установлен на тепловой контур, на отопление, и, значит, на контур холодного водоснабжения, как повысительный насос. Угу.